Выплаты льготникам увеличатся на 3%. Кроме того, возрастет стоимость набора социальных услуг. Единые денежные выплаты льготникам в феврале традиционно проиндексируют с учетом инфляции. Такие выплаты полагаются в том числе героям СССР и России, чернобыльцам, ветеранам Великой Отечественной и инвалидам. Увеличится ставка и по системе Платон. Теперь плата за проезд по федеральным трассам для большегрузов вырастет на 16 копеек, до 2 рублей 20 копеек за километр. Напомним, предыдущее повышение тарифа состоялось в июле прошлого года. С этого месяца вступают новые правила увольнения. Теперь в последний рабочий день бухгалтерия должна выдать сотруднику на руки сведения о трудовой деятельности по форме СТДР. В ней отображаются все данные о работе гражданина. Изменения связаны с переходом на электронные трудовые книжки. С 1 февраля владельцы торговых автоматов получат право не выдавать кассовый чек, если на дисплее отображается QR-код. Достаточно отсканировать информацию и получить чек в электронном виде. Таким образом можно сохранить право на жалобу или возврат товара. Также вступает в силу закон о штрафах за нарушение закона о СМИ и инагентах. Изменения предусматривают крупные, вплоть до 5 миллионов рублей, штрафы для тех, кто нарушит установленные правила работы. В конце февраля завершается третий этап амнистии капиталов, который начался летом прошлого года. Согласно закону о добровольном декларировании иностранных активов, граждане получают возможность сообщать о своих банковских счетах и вкладах, имуществе, долях участия в уставных капиталах отечественных и зарубежных компаний. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.